Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Правительство предложило лишить надзорные органы права приостанавливать работу компании на 3 месяца без суда, заявил вице-премьер Константин Чучейко. На сегодняшний день Кодекс административных правонарушений предусматривает такой вид наказания, как приостановление деятельности на срок до 90 суток. Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого, это фактически смертный приговор, заявил чиновник. Еще в августе 2019 года предлагалось смягчить это административное наказание. Были подготовлены поправки, по которым максимальный срок приостановки деятельности предприятия был сокращен с 90 до 30 дней. Также предлагалось обязать проверяющие структуры в решениях о приостановке работы компании указывать, почему невозможны более мягкие санкции и что именно создает угрозу, вынуждая закрыть предприятие. Тем временем в Роспотребнадзоре хотят проводить контрольные закупки без предупреждений и не дожидаясь жалоб, а также, по примеру МВД, привлекать к их проведению не только госслужащих, но и сторонних граждан. Об этом в Совете Федерации заявила глава ведомства Анна Попова. Сейчас такую закупку можно провести только по поступившей жалобе и только с участием государственного гражданского служащего. И хотя контрольные закупки эффективны и почти всегда выявляют нарушения, по рынку ходят черные списки допущенных к закупкам сотрудников с фамилией, именами и отчествами, отметила чиновница. При контрольной закупке мы обнаруживаем нарушения почти в 90% случаев, почти всегда. И нарушения эти на грани уголовных мы передаем в следственные органы довольно часто, сказала глава Роспотребнадзора. Минюст решил ужесточить ответственность за неуплату алиментов. В ведомстве решили исключить злоупотребление со стороны недобросовестных должников, которые уходят от уголовной ответственности путем мизерных и нерегулярных выплат. Министерство юстиции подготовило законопроект, которым намерено ужесточить ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям. Речь идет об изменениях в статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В Минюсте напомнили, что статьей устанавливается ответственность за неуплату алиментов, если это деяние было совершено неоднократно. Сейчас в возбуждении такого дела могут отказать, если должник изредка, нерегулярно, но все же проводит несущественные выплаты. При этом их размер ниже того, который установлен решением суда по выплате алиментов или другими документами. Законопроект, который будет внесен, должен исключить такую возможность уклонения от уголовной ответственности. Власти начали обсуждение идеи создать федеральный фонд земель сельскохозяйственного назначения. Предполагается, что в фонд войдут не только федеральные сельхозземли, но и территории, принадлежащие регионам и муниципалитетам, а также бесхозные участки. Кроме того, в фонд попадут сельскохозяйственные земли, изъятые у частных собственников, которые не используют их по назначению. Создание фонда может способствовать обеспечению продовольственной безопасности и развитию экспорта, а также улучшить качество жизни на селе, считают эксперты. Цель создания фонда – эффективное использование земель, в том числе, например, за счет их фактического применения под сельхоздеятельность или сдачу в аренду. В России не стоит проблема нехватки продовольствия. С таким заявлением выступил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По мнению министра, продукция в стране производится в объеме, которого хватает для населения. Глава Минсельхоза заверил, что Россия может полностью обеспечить себя, в частности, сахаром, свининой, растительным маслом и зерном. Он добавил, что существуют отрасли, в которых надо бы активно поработать, но не уточнил, что имеет в виду. В начале октября стало известно, что в России ежегодно утилизируют около 17 миллионов тонн продуктов, стоимость которых составляет более 1,6 триллиона рублей. На этапе продажи и потребления выбрасывается не менее 16% всех продуктов питания. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.